Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие козероги. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 31 октября по 6 ноября. Мы посмотрим, какими же могут быть события в этот промежуток времени для вас. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. У всех по-разному проигрываются данные прогнозы, поэтому обязательно смотрите или знак асцендента, или лунный знак. Также напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз, и не воспринимайте все буквально. Помните, ваша судьба только в ваших руках. Огромное спасибо за лайки, комментарии, за просмотры, за то, что есть обратная связь. И ставьте, конечно же, лайки, не забывайте для обмена энергиями. Также хочу напомнить о том, что если я в данных пассиансах не замечаю какого-то совпадения, обязательно мне пишите в комментариях, я отвечу, что может обозначать данная карта, которая совпала. Итак, дорогие козероги, давайте-ка смотреть ваши события на неделю с 31 октября по 6 ноября. Так. Козероги. События с 31 октября по 6 ноября. Так, ну что, давайте-ка смотреть. Так, первое событие сразу же в понедельник. Дорога. Какая-то поездка, может быть. Поближе сюда. Либо вы куда-то уезжаете, либо к вам кто-то приезжает. Так. Что-то связано по работе или по бизнесу. Так. Верность. Смотрите, верность в отношениях своим идеям, своим идеалам, либо обещания какие-то данные, обещания верности или обещания по бизнесу, по работе. Кто-то что-то человек пообещал вам, и он должен сделать это. Так, дальше. Гости, смотрите, к вам либо приедут гости, либо вы поедете в гости. То есть это может быть вот такая вот поездка. Так. Очень все удачно. Очень все удачно разрешится. Какой-то удачный шанс. Так. Которая приведет вас к большой радости, к счастью. Какой-то сюрприз приятный. Что-то очень удачное. Так, подарок. Смотрите, как у нас начало недели. Прям замечательное. Подарок это может быть, смотрите, счастье и радость или подарок по бизнесу может быть. Либо подарок купили, едете в гости куда-то, вот в дорогу едете, да. То есть подарок тоже либо вам подарили, либо вы купили и поехали в гости. Ну, все очень удачно. Дорога удачная. Все, что касается бизнеса, работы, тоже удачно. Какой-то сюрприз здесь у нас приятный. Так, дальше. Мгм. Так. Так. Ну, пока что еще ничего. У нас еще тут нету. Ну, давайте-ка смотреть дальше. Угу. Так, ну что, давайте-ка будем еще смотреть, что у нас совпадает.
Так, здесь нет. Ага, вот есть у нас тайное свидание. Тайное свидание. Смотрите, о чем это может говорить карта? О каком-то договоре. Если в работе, в бизнесе, то это какой-то договор. Подписание, может быть, какого-то договора, или вообще просто вот о чем-то договорились. Либо нашли партнеров для бизнеса, либо объединили бизнес. Вот, подписание чего-то, какого-то вот документа. Так, если в отношениях, то это может говорить о тайном свидании, это может говорить о предложении руки и сердца или предложении жить вместе, допустим. Либо, давайте-ка посмотрим, что это у нас за договор. Либо у кого-то, может быть, проиграется как бракосочетание. То есть здесь есть какой-то, или о чем-то договорились, допустим, в отношениях. Вот мы о чем-то с тобой договорились, да? Так, ну давайте-ка посмотрим, что это у нас за договор. Либо вернулись. Смотрите, здесь еще может возвращение быть бывшего или бывшей. Или вернулись, вот, допустим, к какому-то, о чем-то договорились, да, забыли о том, о чем заговорились, и вернулись к этому вопросу обратно. Так, о чем это договор? Так, сообщение. Так, о деньгах у нас тут идет речь. О деньгах, о каких-то переменах. О каких-то переменах. Может быть, о каких-то поездках. Договор. Договориться о какой-то поездке, может быть, о деньгах. Угу. Ну, опять-таки, вы получите какую-то, вот подписание какой-то бумаги, подписание какого-то договора, или получите какую-то приятную новость еще по поводу денег. Подписание договора по поводу денег еще может быть. Ну, вот здесь у нас удачное все. Так. Еще смотрим. Так, здесь конфликт у нас есть еще, да. Конфликт может быть, ну, достаточно серьезным, но это не семейный, не домашний конфликт. Это где-то может быть по работе или в каком-то учреждении, или просто на улице банально. Или в какой-то маршрутке, или в магазине конфликт может быть. Так, и... Угу. И все. Так, и все. Давайте-ка подытожим. Что у нас получается здесь? А получается у нас в понедельник, начало недели, какая-то дорога, поездка или в гости, или к вам в гости. Так, достаточно все успешно. Также поездка может быть еще у кого-то связана по работе, по бизнесу. Так, есть у нас подарок, может быть, на работе какой-то подарок, допустим, кстати. Либо человек в отношениях, может быть, что-то пообещал подарить, допустим, да. Или просто принес подарок. Вот я тебе верен, на тебе подарок, да. Что-то из этой серии. Так, здесь могут быть какие-то украшения, кстати, для кого-то. Это может проиграться как украшением. Так, свидание у нас есть также. Свидание, оно у нас говорит не только о свидании, о тайном свидании. Здесь может быть либо тайное свидание, либо не тайное свидание, обычное свидание. Вот. Но здесь есть еще в отношениях либо о чем-то договорились, либо возвращение кого-то, бывших или бывших, вот, бывший, бывшего, возвращение, либо предложение руки и сердца, либо предложение жить вместе, либо человек, либо женятся люди. Тоже как вариант, потому что есть у нас здесь такая вот ситуация подписания какой-то бумаги, договора какого-то. То есть это может говорить о свадьбе, притом все удачно и с подарками.
Вот, клятва верности. Вот здесь у нас может быть такая ситуация. Так, в бизнесе. В бизнесе у нас человек может найти партнера по бизнесу, может найти инвестора какого-то, да, человека, который может вложить деньги в его бизнес, или объединение двух бизнесов, нескольких бизнесов, или подписание какого-то договора тоже может быть. Все удачно. Все удачно, то есть и поездка здесь удачна. А может, вы поехали на свадьбу кому-то, да, то есть тут поездка тоже может быть о каком-то мероприятии. Так, дальше. Есть конец недели у нас заканчивается каким-то конфликтом. Конфликт. Так, а ну давайте-ка посмотрим, что это за конфликт. Конфликт не домашняя ссора, а конфликт именно вот где-то на работе, в каком-то учреждении, на улице, в маршрутке, в магазине, где угодно. Ну, какой-то такой с чужим человеком конфликт. Так, конфликт. По поводу чего? Я извиняюсь, у меня сейчас голос хрипит, так и заболела. Как это у нас говорят? Коронавирус. Раньше был грипп, а теперь у нас коронавирус. Так, конфликт. Ага. Конфликт по поводу неоправданных надежд. Какие-то сомнения могут быть у вас по поводу надежд. Какие-то были, может быть, сомнения, и на что-то вы надеялись. Но тут не так-то было, да, надеялись. Что-то связано с... Что для кого-то это будут что-то связано с походом в какие-то государственные учреждения, или связано что-то с военными, с теми, кто носит форму. То есть это любые люди могут, те, которые носят форму, либо даже медицинские работники. Какой-то неожиданный поворот может быть в вашей жизни. Но такой вот поворот, тот, к чему вы не готовы. Но я вам должна сказать, должно все закончиться достаточно положительно. Так, ну конфликты у нас всегда, мы к ним никогда не готовы. Так, ну вот такой вот для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.